положение о комиссиях при главе Чувашской Республики по государственным премиям Чувашской Республики. И отдельным распоряжением утвержден состав комиссии по государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства. То есть у нас указом утверждены 2 государственные премии в области литературы и искусства и в области образования и науки. Сегодня у нас с вами завершился этап сбора материалов на присуждение государственной премии, и комиссия, в состав комиссии входят, я как замминистра культуры, заместитель председателя комиссии, правомочно вести эту комиссию. Министр культуры находится с сегодняшнего дня в отпуске, поэтому в состав комиссии входит Ефимова Ольга Витальевна, замначальника отдела профессионального искусства и образования, Андреев, всех сейчас по имени и отчеству не скажу, но все-таки, да, Николай Леонидович, заслуженный художник Чувашской Республики. Члены комиссии у нас и члены общественной организации «Союз профессиональных писателей». Артемьев, подсказывайте мне, Юрий Михайлович. Да. Баскакова Наталья Ивановна, ректор нашего Государственного института культуры и искусств. Былинкина Лариса, ведущий артист Русского драмтеатра. Не вижу Васильева, генерального директора, главного редактора газеты «Советская Чувашия», да, не с нами. Значит, Николай Нилович Казаков, заслуженный деятель искусств Чувашской Республики. Конюку не вижу, Елену. То есть директор ВГТРК тоже в составе комиссии. Козлова Геннадий Васильевич тоже, к сожалению, не вижу. Директора художественного музея, надеюсь, подойдет. Михаил Григорьевич Кондратьев, Чувашский государственный институт гуманитарных наук. Так, Союз профессиональных писателей возглавляет Куликова Ольга. Тоже не вижу. Роза Михайловна Лизакова, директор Национальной библиотеки, с нами. Меньшикова Ирина Петровна, не вижу, директор Национального музея. Не вижу Нагорного. Не будет, да? Хорошо, подождем. Председатель Союза художников Чувашии. И Павлов Сергей Вадимович, артист драм Чувашского драмтеатра. Так, не всех назвала. Не вижу тоже. Протасевич, это замминистра строительства. Чувашское книжное издательство представляет Федорова Ольга. Тоже не вижу. И Марис Николаевич Яклашкин, замдиректора, художественный руководитель Чувашской государственной академической симфонической капеллы. К сожалению, тоже не вижу. Ольга Витальевна, наша комиссия правомочна тем составом, который сегодня присутствует? Значит, да. Я еще хочу просто напомнить членам комиссии, уважаемые, что именно основными задачами комиссии являются и рассмотрение и оценка работ, представленных на соискание. И поэтому в этом году мы будем рассматривать все работы. То есть нам их будут презентовать, или мы идем смотреть как бы на место проведения. Поэтому для того, чтобы уже потом собрать наше заседание и принять окончательное решение по поводу того, кому будет присуждена наша государственная премия в области литературы и искусства. Поэтому сегодня мы с вами на презентации творческой монографии Эдуарда Кранка «Наша вечность все равно останется с нами» пьеса. Вам слово. Уважаемые члены комиссии при главе Чувашской Республики по государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства. Уважаемая Татьяна Васильевна, уважаемые гости, Чувашский государственный институт культуры и искусств презентует творческую монографию «Наша вечность все равно останется с нами» пьесы
Эдуарда Освальдовича Крантка, кандидата философских наук, доцента кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Чувашского государственного института культуры и искусства. Монография выдвигается институтом на соискание Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства за 2022 год. Слово предоставляется кандидату философских наук, ректору Чувашского государственного института культуры и искусств Баскаковой Наталье Ивановне. Добрый день, уважаемая Татьяна Васильевна, уважаемые коллеги, гости. Творческая монография Эдуарда Освальдовича Кранка «Наша вечность все равно останется с нами» заслуживает самого серьезного внимания по следующим причинам. Этот сборник пьес является фактом высокой интеллектуальной художественной культуры. Книга представляет собой собрание произведений, написанных на высоком литературном уровне, прозой и стихами. В ней содержится 11 текстов для театра, и она может быть воспринята как целый репертуар для современного театра. О качестве произведений скажут рецензенты. Хотела бы обратить внимание аудитории на прекрасный разбор пьес, данный в послесловии книги. Автором послесловия является известный петербургский писатель и драматург Станислав Шуляк. Высокая оценка, которую он дал книге, более чем достаточно для определения ее качества. Для убедительности зачитаю его заключение. Эдуард Кранк – один из наиболее своеобразных авторов, пишущих для театра. Его драматургия – это драматургия поэта, причем поэта недюжинного. В ней можно увидеть элементы классицистской и романтической драмы. Это в некотором смысле сплав мейнстрима и авангарда. Данная книга же – мощный месседж творца современному театру. Цитата окончена. Подробный анализ, произведенный писателем со стороны, может быть без сомнения выполнить функцию экспертной оценки незаинтересованного лица, а этого дорогого стоит. Судьба пьес и творчества Эдуарда Освальдовича Кранка весьма показательна. По итогам межрегионального семинара драматургов, проведенного такими известными московскими театральными критиками, как Ирина Григорьевна Мягкова, Валентина Борисовна Федорова, пьеса «Конь из черного дерева» была куплена у автора Министерством культуры России. Весьма показательно также признание одного из кураторов Всероссийского семинара драматургов в Санкт-Петербурге, известного московского драматурга Михаила Яхонтова, по поводу пьесы «Другие глаза». Цитирую дословно. «Как жаль, что не я написал эту пьесу». Два театральных проекта Эдуарда Освальдовича Кранка стали лауреатами грантовых конкурсов программы «Культурная столица Поволжья». И один из них – это молодежный мюзикл «Ино. Инопланетянин», который за год выдержал более 100 показов не только в городах Чувашской республики, но и в Ижевске, Набережных Челнах, Сочи и других городах России. «Прощание» пьеса была с успехом поставлена в Орле и в Ульяновске. Со своими работами автор участвовал в международном театральном фестивале «Лик». Пьеса «В свете пустоты» была переведена на немецкий язык для Берлинского русского камерного театра под руководством Григория Кофмана. Немаловажным представляется то обстоятельство, что материалом пьес являются события разных культур. Так, пьеса «Руфь» воспроизводит реальность одноименной ветхозаветной книги. «Конь из черного дерева» построен на образах сказок «Тысячи и одной ночи». Трагедия «Сердце Прованса» на сюжете легенды о съеденном сердце из жизни французских трубадуров XIII века. Две пьесы о Пушкине повествуют о событиях, связанных с жизнью и творчеством великого поэта. Но важно вот что. Эти пьесы написаны для современного зрителя с учетом всех тех новаций, которыми проникнут театр XXI века. Мы встречаемся с моментами театра абсурда, экзистенциальной драмы,
Черты романтизма и символизма причудливо сочетаются с постмодернистской интерактивностью действия. И, конечно же, это пьесы, которые затрагивают темы современности, такие как «Прощание 90-е годы», «Другие глаза», молодежный мюзикл «Инопланетянин», «Розовый пузырь», «В свете пустоты». И в заключение я хотела бы сказать следующее. Современный театр испытывает дефицит по талантливо написанным современным пьесам, и творческая монография Эдуарда Освальдовича Кранка с успехом могла бы восполнить эту лакуну. Предлагаю членам комиссии самым серьезным образом отнестись к книге Эдуарда Освальдовича как к достойнейшему артефакту современной драматургии. Благодарю за внимание. Слово предоставляется рецензенту Эдуарду Валентиновичу Фомину, кандидату филологических наук, доценту, заведующему кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Чувашского государственного института культуры и искусств. Благодарю вас. Очень интересный момент. Я себя поймал на мысли, что 2 года назад, когда Эдуард Освальдович обратился ко мне с просьбой написать рецензию на рукопись этой возможной книги, рукопись воспринималась несколько иначе. Но прошло 2 года, и, как говорил Сергей Есенин, большое видится на расстоянии. И вчера, готовясь к сегодняшней встрече, я снова взял в руки эту книгу. И, можно сказать, зачитался, но в сутках всего 24 часа, а на следующее утро нужно отправляться на работу. И, к сожалению, пришлось замечательное чтение прервать. Нужно сказать, что с Эдуардом Освальдовичем мы как будто знакомы очень давно. Этот человек очень выразительный. Преподаю я уже очень много лет, и бывает так, что на каждом занятии появляются новые и новые студенты. Когда их спрашиваешь, почему у вас не было до сих пор, они говорят, мы ходим на каждое занятие. Это к вопросу о том, что Эдуард Освальдович никогда ни в одной аудитории не потеряется, его сразу можно заметить, и он имеет очень много ипостасей. Он и фотохудожник, и кандидат философских наук, и литературовед, и драматург, как оказывается. В данном случае он предстает в качестве драматурга. В институте я уже работаю более 20 лет, и, как я знаю, наш институт впервые выдвигает работу на получение столь высокой премии. И лиха беда начала, каким бы ни был результат, все равно это очень даже положительный опыт. К сожалению, сегодня из 2 рецензентов присутствую только я, но я могу вам прочитать некоторые фрагменты из рецензии Людмилы Николаевны Сарбаш, профессора Чувашского госуниверситета. Она, в частности, пишет: книга Эдуарда Освальдовича Кранка представляет серьезный культурный и художественный интерес. Это не просто тексты и художественные произведения, проникнутые единой концепцией актуального театра. В книге представлены пьесы, написанные на сюжеты из жизни разных народов и в различные исторические эпохи. Ну и завершение, уважаемый доктор замечает: специальный интерес, как литературоведческий, так и культуролого-театроведческий, вызывает предисловие автора, где он предпринимает попытку уяснить актуальные аспекты современного театра. Автор сосредотачивает свое внимание на характерности не персонажей, но архетипических положений, в которых оказываются его герои. Это своего рода драматургическая кредо писателя-драматурга. Из этих 11 пьес мне самому понравились первая и, по-моему, последняя пьеса «В свете пустоты». Первая интересна хотя бы в том плане, что она представлена всего лишь 2 персонажами. У персонажей нет имен, это он и она. Автор определяет жанр этого произведения как мелодраму, а одно из последних произведений тоже написано в очень интересной форме. Это произведение называется «В свете пустоты».
драматическая новелла на 2 голоса. Автор любит экспериментировать, это явно видно, и это интересные новые формы, на мой взгляд, которых не хватает на литературном поприще в Чувашской республике. Ну и очень, опять-таки, интересный момент, чтобы не было скучно, я приведу эпизод из своей жизни. Мы учились в выпускном классе и изучали произведение Эрнеста Хемингуэя «Старики моря», и учительница нам сказала, что это произведение получило Нобелевскую премию. Мы были немного озадачены таким заключением, нам было 16 лет. В итоге мы сошлись на мнении, что Хемингуэй получил премию международного уровня не просто за само произведение, но в целом за все свое творчество. Мне представляется, что Эдуард Освальдович как раз представляет как будто в сборнике своих пьес не только свое драматургическое начало, но и в этой книге он представлен весь, и как художник настоящий, и как философ, и как литературовед и писатель. В принципе, наверное, с нашей стороны все. Спасибо вам. Слово предоставляется Виктору Глебовичу Бритвину, заслуженному художнику Российской Федерации Чувашской Республики, преподавателю Чебоксарского художественного училища. Мы знакомы с Эдуардом Освальдовичем довольно давно, и ничего, что я так издали начинаю, да, от Адама и Евы. Как-то ко мне пришел человек в училище и представился, сказал: вот я Эдуард Освальдович Кранк, я поэт, и хочу, чтобы вы сделали иллюстрации к моему сборнику. Вот. Меня в то время одолевало очень много самодеятельных поэтов, и я как-то с большой осторожностью, мягко говоря, так к этому отнесся. Но он, тем не менее, обладал такой убедительностью и такой энергией, что ему удалось меня уговорить. И в конце концов я сделал эти иллюстрации, и так началось наше знакомство. Спустя некоторое время я узнал, что Эдуард Освальдович организует театр. Этот театр назывался «Театр Годо». Вот. И я тоже поначалу, мне казалось, что это как какая-то ужасная авантюра. Вот. Я отнесся очень осторожно и к этому тоже. И потом я убедился в том, что благодаря энергии и таланту, уму и организаторским способностям Эдуард Освальдович сумел не просто организовать этот театр. Этот театр стал жить, развиваться и по всей республике, и не только, по-моему, по Чувашии, но и по всей стране, где-то были у них гастроли. Они ездили, и это был настоящий успех. И должен сказать, что я тоже, мне пришлось приложить, как говорится, свою руку к этому. И я в качестве художника-постановщика там несколько раз выступал, и автора эскизов по костюмам. Вот. Это все было очень интересно. Это я веду к тому, что помимо того, что мы с вами сегодня имеем перед собой этот замечательный сборник этих чудесных пьес, из которых мне лично больше всего нравится «Сердце Прованса». И, конечно, «Прощание» – очень интересная, хорошая пьеса. Она была одной из первых. Помимо всего этого, я думаю, что комиссия все-таки должна принять во внимание не только их качество и не только разносторонность автора в плане выбора темы, в плане, скажем, стилистики, но и то, насколько богат этот автор по-человечески,
насколько глубока его философия, насколько глубок и интересен его взгляд на мир, на человека, на проблемы человека, которые остаются всегда, несмотря на любые перемены в обществе. Вот. И мне кажется, что вот это вот очень важная черта. И еще я хочу сказать вот о чем. Вы знаете, когда среди вот общества какого-то, да, вот, ну, в частности, вот в нашей республике, когда вдруг оказывается, что рядом с нами существует вот такой человек, необычный человек, богатейший в смысле своего внутреннего мира, своего ума, своих способностей. Не замечать этого человека – это преступление. Его надо замечать, его надо обязательно продвигать все выше и выше. Надо таким людям давать простор. Они обогатят культурную жизнь республики, обогатят культурную жизнь страны в целом. Вот, я думаю, что вот выдвижение на такую престижную, почетную премию такого человека, как Эдуард Освальдович Кранк, это очень правильный и очень мудрый шаг. И я, конечно, не являюсь членом комиссии, но тем не менее я бы полностью поддержал это выдвижение. Спасибо. Слово предоставляется Льву Викторовичу Мажейко, директору общества с ограниченной ответственностью «Бланко издания». Добрый день, уважаемые члены комиссии. Я очень смущен, я очень волнуюсь. Я с пресловутых 90-х годов не был на презентациях, а в качестве выступающего я первый раз. И мне достался человек, о котором я буду сегодня говорить, для меня знаковый. Мое выступление будет перекликаться уже с предыдущими. Я хочу начать еще дальше. В прошлом тысячелетии в другой стране в мой класс привели за ручку нового учителя литературы. Вот, им оказался Эдуард Освальдович Кранк, и нам его рекомендовали как очень талантливого поэта. И мы успели убедиться, что действительно он очень талантливый поэт. Потом я убедился, что он очень интересно пишет фотографии. Вот. А теперь оказалось, что он еще замечательный драматург. Он очень талантливо пишет замечательные, вопросительные, восклицательные, стильные, музыкальные, разнообразные пьесы. Но эти пьесы всегда талантливые и всегда интересные. Мы успели с Эдуардом Освальдовичем. Я в данный момент, опять же, его ученик. Я посещаю его семинары, его курсы. Если он в школе меня учил читать, то теперь он учит меня писать. Вот. Я не могу его хвалить, потому что мне у него еще долго учиться. Вот. Я хочу его поблагодарить за удовольствие от чтения его произведений, за то, что он позволяет познавать наш мир через собственное видение, за радость чтения красивого текста. Какой бы жанр ни был у Эдуарда Освальдовича, его тексты всегда очень красивые. Он задает в них умные вопросы и дает очень неожиданные часто ответы. Ну и хочется пожелать Эдуарду Освальдовичу, чтобы сборник его пьес нашел как можно больше заинтересованных режиссеров, талантливых актеров и восторженных зрителей. Ну, может быть, восторженных режиссеров, да, заинтересованных актеров и талантливых зрителей.
Спасибо вам большое, Эдуард Освальдович. Слово предоставляется автору Эдуарду Освальдовичу Кранку. Ну, сказать мне, собственно, после таких прекрасных возлияний, кроме слов благодарности, особенно нечего. Я очень благодарен Виктору Глебовичу Бриттону, оформившему мою первый большой сборник стихов, и который меня поддерживал на протяжении работы в нашем театре. Когда мы делали прощание, и Виктор Глебович расписывал декорацию, я был потрясен тем, что можно сделать картину с помощью веника, понимаете. Это было совершенно замечательно. Ну и... Я сразу поправлю, с помощью веника я делал там дождь. Мне, знаете, мне казалось, кто читал пьесу, тот, наверное, меня поймет. Мне казалось, там все время идет дождь, вот, фоном таким, да, и поэтому надо было сделать этот фон, а уж как его сделаешь на декорации, иначе чем веником. На большой декорации, да. Да, большая декорация, конечно. Вот. Ну и так далее. Мы еще, Виктор Глебович, и последний спектакль, который был поставлен в камерном театре, очень проблемный «Розовый пузырь», был также разработаны костюмы и придуманное декорационное убранство, сценографическое решение было найдено в спектакле. Я очень благодарен. Я очень благодарен Льву Можейко. Я скажу об этом, Лев, да, потому что из нашей случайной встречи Лев приехал ко мне в кабинет, чтобы купить у меня книжку поэмы. Поэма «Лев и Дева», да, и мы вспомнили прошлое, мы не виделись там, я не знаю, десятилетия, лет 30, наверное, да, если не больше. Вот. И когда Лев спросил меня, а что я дальше, и я показал ему только что склеенный, так сказать, кустарным способом макет этой книги, которая лежит у нас на столе, Лев вызвался оплатить этот тираж, потому что я, честно говоря, ломал голову, где я возьму деньги для того, чтобы ее издать. Огромное вам спасибо за поддержку и огромное спасибо за понимание. Недавно Лев сказал, что он перечитал «Розовый пузырь» 3 раза, да, что меня вообще настроило на какой-то очень позитивный лад. Я чрезвычайно признателен Наталье Ивановне Баскаковой, которая пригласила меня в Институт культуры. И, может быть, сама атмосфера Института культуры способствовала тому, и те условия, которые лично мне были предоставлены, уникальные, собственно говоря, условия, не только преподавание, но я мог в любой день, собственно говоря, я ничего не выдаю, никаких тайн, да, приехать и работать, да, и это было совершенно замечательно. Вот. Я благодарен всем, кто так или иначе, благодарен нашему оператору Святославу, который у нас учится на специальности руководства студии фото-видео и кинотворчества. Я благодарен всем, кто какое-то имеет отношение к моей литературной работе, к моей жизни в целом. Вот. Что бы я, может быть, хотел сказать по поводу самой книжки. Она осталась в прошлом для меня, да, то есть у меня понятно, что я выбрал не все пьесы, которые можно было бы опубликовать, какие-то из них я зарезал, да, есть целая книжка театральных сказок для детей, которую я не знаю, когда издам, там порядка 20 или 30 сказок, я даже потерял счет этому. Вот. Есть несколько романов, написанных и ждущих своей публикации. Я не об этом. Я хотел бы, знаете, о чем сказать? О том, какое это счастье вообще писать пьесы, заниматься драматургией. Немножко хотел сказать о необходимости чтения как такового. Вот. Если нет читателя, то нет писателя. Да, если нет пьесы, то нет и зрителя. Вот. Зрители сегодня, смотрите, вернее не зрители, режиссеры ставят больше всего классику. Это понятно. Классика даст сбор, да, или явно коммерческие пьесы. Классика даст сбор, то есть придут студенты, придут учащиеся школ и так далее. То есть какой-то
ответ будет. Но вообще серьезная проблема с современными пьесами. Это действительно серьезная проблема. У нас один театр в Москве есть, театр современной пьесы, единственный на всю страну. Что странно. И мы видим одно за другим. Вот такое-то прочтение этого текста шекспировского там, или Александра Островского, такое-то прочтение Чехова, или Достоевского, или Толстого, и прочее. Конечно, это здорово, когда есть какие-то прочтения, но почему-то у нас нет пьес, которые, вернее, постановок, или почти нет постановок, которые реально отвечают на те вопросы нравственные, экзистенциальные вопросы, которые стоят перед нами сегодня. Это серьезно на самом деле. То есть мы как бы живем какими-то переосмыслениями того, что было наработано нашими предшественниками. Мы ничего, собственно говоря, мы по-новому не думаем, у нас нет развития. Можно легко оправдаться тем, что мы живем в эпоху постмодерна, когда новые нарративы не создаются. Это, как бы сказали школьники, отмазка. Понимаете, на самом деле все гораздо серьезнее, потому что упирается в культуру чтения, в культуру образования, в культуру культуры, если хотите. Такая цитата переделана из Аврелия Августина. Вот. И еще хотел бы заметить одну вещь. Из того, что было сказано, могло сложиться впечатление, что эта книжка моя тяжелая. Я очень надеюсь, что это не так. Другое дело, что прежде чем поставить в русском театре, была такая попытка, прощания, да, я ходил каждый день на спектакль, каждый день. Я очень внимательно, потому что я рядышком живу просто, я очень внимательно следил за тем, как реагирует зритель на тот или иной ход, на тот сюжетный ход, на ту или иную реплику, на какое-то положение, которое разыгрывается на сцене. Это было чрезвычайно полезно и интересно. И поэтому, когда я делал потом свои пьесы, я старался сделать так, чтобы они были подобные. Ну, я не знаю, это такое тоже избитое сравнение, мне не особенно хочется его говорить, но я просто не вижу его и альтернативы. То есть да, пьеса, мне кажется, должна носить вот такой всеобъемлющий, что ли, характер. В каком отношении? То есть она должна быть подобна пирогу, да, состоящего из разных слоев. Вот какой-то слой должен быть понятен каждому зрителю, независимо от его интеллектуального, культурного или какого-то другого уровня. Да, другое дело, что когда вдруг зритель, это было счастье, сейчас я расскажу об этом эпизоде, когда вдруг читатель, зритель, когда он видит не только первый слой и не только второй слой, да, но когда он видит сокровенный слой, если можно так сказать, то ради чего писалась пьеса, это какое-то совершенно невероятное счастье. На этом семинаре, о котором сказала Наталья Ивановна, межрегиональном семинаре драматургов, который вели замечательные критики Ирина Мягкова и Валентина Федорова, я случайно на него попал вообще. То есть я пришел к министру Денисовой, был такой министр культуры, наверное, кто-то помнит. Вот. И сказал: Ольга Григорьевна, ну нельзя так, у вас в городе живет драматург, ну нельзя не обращать на меня внимания. Вот. Но она меня постаралась, как это всегда бывает, ну куда-то там отправить, но во всяком случае я отдал свою пьесу «Конь из черного дерева», отдал ее в театр юного зрителя. Там что-то, видимо, как-то они обсудили. Но вот не думая, что я вообще нужен на этом семинаре, да, я думал, там будут какие-то чисто национальные дела, там национальная драматургия будет обсуждаться и так далее. А русская культура почему-то перестала носить национальный характер, да, вот. Но здесь случилось несчастье, умер близкий человек моего друга, который жил далеко, и мне надо было взять вот на себя какие-то печальные вот эти обязанности, знаете, ну, наверное, вы понимаете, о чем идет речь. И вдруг у меня оказалась свободна вторая половина дня. То есть я отменил спектакли, которые у нас были, и я пошел, я думаю, а почему не сходить, в конце концов, на этот семинар? Я пришел на этот семинар, это было чудо. Я открыл дверь, прокрался, это было в филармонии, там, где у нас находится
Союз театральных деятелей, сейчас он там же находится, да? Вот, и я прокрался, там занял какое-то скромное место, сидели люди, и шел разбор 2 пьес, и обе пьесы принадлежали мне. И я услышал, они не знали, что пришел автор. Это было такое счастье слышать, они разбирали пьесу «Конь из черного дерева» и «Аллею Клеопатры Керн». Это было такое счастье слышать, понимаете, адекватное совершенно, многослоевое понимание, и очень профессиональный разбор пьес. Ну, и я тогда, может быть, поверил в себя, так сказать, ну, как бы, не сомневаясь уже в своих способностях. Я понимаю, что у нас время немножко поджимает, но я хотел бы еще одну вещь сказать. Я хотел бы сказать о счастье. Что такое пьеса? Ты погружаешься в какую-то эпоху, да, стараешься как можно больше о ней узнать. Эта эпоха содержит в себе какой-то сюжет, да, то есть ты пытаешься вычленить его в качестве преимущественного для этой конкретной эпохи и тех людей, которые заняты в виде героев, что ли, они начинают проступать перед твоим взором, у них появляется какая-то внешность, у них появляется характер, который выражается в их репликах и так далее, в поведении на площадке и прочее. И вот эта вот таинственная вещь, которая, кстати сказать, прекрасно описана, чтобы вас сильно не утомлять, в романе «Записки покойника», театральный роман Михаила Афанасьевича Булгакова, там вот он совершенно точно об этом пишет. Это большое счастье. То есть получается, что ты делаешь, как бы, понимаете, не просто рассказываешь какое-то сновидение или почти сновидение, а ты пытаешься его сделать мотивированным, ты пытаешься сделать это частью действительности, в которой ты в том числе, может быть, там умозрительно существуешь. Заканчивать? Спасибо. Если будут какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Я и закончил. Нет вопросов? Уважаемые коллеги, уважаемые члены комиссии, участники презентации монографии творческой Эдуарда Освальдовича Кранка, сейчас вы можете задать вопросы и высказать свои комментарии, отзывы. Сейчас обсуждать я не имею права, члены комиссии, никаких оценок. У меня просто вопрос. Что такое творческая монография и почему вы так определили, значит, этот продукт? Это пьеса, да? Но у вас сначала написана творческая монография. Это первое. Так. Второй тоже смотрю, почему вы начали с благодарности. Они личного характера, а вы начинаете свою творческую монографию с благодарности. Вот, пожалуйста, прокомментируйте. Это не оценка, просто мне любопытно. У Пушкина есть такая замечательная фраза: «Самый страшный порок – неблагодарность». Да, она вот у меня на вооружении стоит. Но потом многие современные издания, они начинаются с благодарности. Очень многие. Нет, не только заканчиваются, но и некоторые начинаются. Вот, творческая монография. Почему творческая монография? Я работаю в Институте культуры и искусств. Да? Очевидно, как я полагаю, для развития театральных навыков наших студентов необходимы какие-то тексты. Да? Я пытался собрать эти тексты и как бы вот предложить их нашим кафедре режиссуры и актерского мастерства, нашим студентам, с тем, чтобы, может быть, вот там кто-то из них поставил. Надо сказать, что «Прощание» вот в Ульяновске, да, я об этом случайно узнал, я получил письмо очень странное из Ульяновского колледжа культуры. Это было лет, я даже не помню сколько, 6, наверное, назад. Я получил письмо: «Мы ставим ваше прощание». Я говорю: да, мы ставим ваше прощание. У нас это дипломная работа выпускников колледжа культуры
специальность, видимо, режиссуры театральных представлений праздников, я так полагаю. Вот. И у нас там, а пьеса на двоих написана, и у нас там занято 8 человек. Понимаете? Я, конечно, удивился чрезвычайно. Они меня просили разрешение поставить, да, то есть без того, чтобы платить за пьесу. Тогда я сказал, конечно, ставьте на здоровье, только было бы хорошо, если вы меня хотя бы пригласили. Они сказали, ой, нет, написали мне, у нас нет денег совсем, мы не можем вас пригласить. Но, наверное, тогда они были действительно в каком-то... Ну вот это вот показатель, да. И я был, конечно, удивлен. Или там в Смоленске поставили тоже «Прощание», которое было в свободном доступе, опубликовано в библиотеке Машкова, на Либру, если вы знаете. Вот. Тоже что-то совершенно невероятное. Какая-то была, ну я потом задним числом уже узнал, какая-то была постановка, я даже не стал с ними ругаться, вот, и прочее. Я ответил на вопрос, почему монография? Да. И у нас есть такой жанр, кстати сказать, да? Да, проводим через ученые советы и так далее. У нас есть жанр, как сказать, научного издания, да, такой. Я подумал, что это было бы хорошо. Спасибо. Еще есть вопросы? Вопросов нет, да? Уважаемые члены комиссии, уважаемые гости, участники презентации, на этом наша презентация завершена. Благодарим всех за работу, за внимание, за сотрудничество и ждем на следующих презентациях в Чувашском государственном институте культуры и искусств. Я бы хотел поблагодарить еще библиотеку, нашу национальную библиотеку, за прекрасно оборудованный зал. Роза Михайловна, большое спасибо. Татьяна Александровна, большое спасибо. Да, спасибо. Ну, а членов комиссии мы ждем.